Ey siz Muhammed ümmeti, çıkınız tağut astından, dininizi saklar için, hicret kıl Allah yoluna. Dininizi saklar için, hicret kıl Allah yoluna. Kafirler astında turib, dinge hem iman zarar. Çıkınız Allah yoluna, ölümden hiç de korkmadınız. Çıkınız Allah yoluna, ölümden hiç de korkmadınız. Çıkınız Allah yoluna, ölümden hiç de korkmadınız. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Поистине, вся хвала принадлежит Аллаху. Ему мы поклоняемся, просим помощи в делах и прощения наших грехов. Кого Он наставит на прямой путь, того никто не собьет, а кого Он сбил с пути, того никто уже не наставит на него. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и то, что только Он достоин поклонения, и нет у Него сотоварищей. И также свидетельствую, что наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, раб Аллаха и его посланник. Я обращаюсь к верующим мусульманам словами Аллаха из суры Аль-Имран, 102 аят. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Просим у Аллаха прямого пути, смягчения наших сердец и их раскрытия для принятия истины и хидаята. Аминь. Хвала Аллаху, Господу миров. Мы обращаемся с земель Шама к мусульманам, которые проживают в России. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С помощью Аллаха мы хотим донести до вас наши напоминания и насихаты. Каждый из нас должен задуматься о причине своего создания на этой земле. В суре Аз-Зарият в 56-м аяте Аллах Всевышний говорит: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Следуя этому аяту, мы понимаем, что Аллах создал нас только для поклонения Ему, и чтобы мы не предавали Ему никакого сотоварища в поклонении. Также в суре Ан-Нахль в 36-м аяте Аллах говорит: «Мы отправили к каждой общине посланника. Поклоняйтесь же Аллаху и избегайте тагута». Также в суре Аль-Бакара в 256-м аяте Аллах Всевышний говорит: «Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается». Передается со слов нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, следующие его слова: «Я оставляю вам две вещи, держась за которые вы не собьетесь с прямого пути: книгу Аллаха и сунну его посланника». Поэтому, мои дорогие братья, каждый мусульманин должен знать, что такое тагут. Тагут — это все то, чему поклоняются помимо Аллаха. Есть множество видов тагута, но в хадисах выделяются 5 основных и самых опасных видов тагута, которые мы обязательно должны знать. Первый вид — это иблис, шайтан. Второй — это когда кто-то претендует на знание сокровенного, и никто не может его знать, кроме Аллаха. Третий вид — это когда поклоняются кому-то из людей.
то есть кумиры. Четвертый вид – это когда человек доволен тем, что ему поклоняются другие. И, наконец, пятый вид тагута – это когда люди придумывают свои законы, помимо законов Аллаха, помимо шариата, и судят по ним. Наша книга, руководство и конституция – это священный Коран, который был ниспослан с высоты 7 небес. Мы не должны быть довольны никакими другими законами, кроме законов Аллаха. Поэтому, братья мои, необходимо сторониться и остерегаться тагута. Потому что тагуты – это прямые враги Аллаха и его религии. Мы же носители акиды, дружбы и непричастности, аль-валя валь-бара. Аль-валя означает проявлять дружбу в отношении друзей и приближенных Аллаха, а аль-бара – проявлять непричастность и вражду к врагам Аллаха. Аллах наделил нас умом и разумом, и поэтому мы должны знать, кто сегодня наш враг, а кто друг, и различать их. Для нас хорошим примером был пророк Ибрахим, алейхиссалям, когда он сказал своему отцу и народу то, что они будут его врагами до тех пор, пока не вернутся к религии Аллаха и поклонению ему. И мы также должны оставаться на этой акиде. К сожалению, сегодня множество мусульман, наряду с неверными, участвуют в их выборах, служат в их армии, тем самым увеличивая ее численность и усиливая их. Унижая себя и свое достоинство, платят им налоги из своих денег. Я призываю вас, мои братья, остерегаться этого, бояться Аллаха должным образом и помнить, что все мы вернемся к Нему, субханаху ва тааля. О, братья мои, каждый из нас должен задуматься о том, правильно ли участвовать в выборах неверных и делать подобные этому вещи, тогда как Аллах не спаслал нам Коран, а пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, показал нам правильный путь, путь его сунны. Только эти две вещи могут быть правильными. Мусульманин никогда не должен быть доволен неверными. Они враги Аллаха Всевышнего, враги его религии, враги всех мусульман. Братья мои, вы и сами прекрасно понимаете, что живете в униженном положении. Знаете, что неверные уничтожают вас. Знаете, что неверные унижают вас. Они забирают вас в свою армию и посылают на войну за их интересы, не спрашивая вашего мнения, будь то в Украину, Сирию или другие места. Такого нет в исламе, и это неправильно. Аллах спросит с каждого за каждое дело, которое мы совершили. Альхамдулилля, сегодня есть дороги на поля джихада, где можно, защищая свою веру, свою религию, противостоять неверным. Если же вы едете в Украину, Сирию или другие места, защищая интересы неверных, и если вы погибнете там, то в ахирате подвергнетесь мучительному наказанию. Остерегайтесь этого, ведь таким образом вы можете выйти из ислама. Да убережет нас всех Аллах от этого. Аминь. О, мои братья, сегодня вы униженно платите налоги, тратите свое имущество на пути неверных, на пути тагута, тем самым усиливая их, в то время, как они воюют против ислама и мусульман. Они убивают детей мусульман и их жен, сбрасывают на их головы бомбы, купленные на ваши деньги, на ваши налоги. Поэтому, братья мои, задумайтесь о своем положении перед Аллахом за эти ваши дела. Сегодня есть много мест, где мусульмане нуждаются в поддержке и куда можно отдавать ваш закат. Открыты дороги для помощи муджахидам на пути Аллаха. В суре Ат-Тауба, в 60-м аяте, Аллах перечисляет нам 8 категорий людей, которые имеют право на милостыню и на закат. И одна из этих категорий – это муджахиды на пути Аллаха. Отдавайте из вашего имущества закат на пути Аллаха. Ведь муджахиды желают распространения и возвышения религии Аллаха и жертвуют своими душами на этом пути, воюя против армии неверных. Так и вы жертвуйте хотя бы из своего имущества на пути Аллаха. О, мои братья-мусульмане, не будьте униженными, оставаясь среди неверных. Поклоняйтесь только единому Аллаху, не предавая Ему сотоварищей. Аллах сообщает нам в 51-м аяте суры Ан-Нахль: Аллах сказал: не поклоняйтесь другим богам, ибо есть только один Бог. Поэтому, братья мои, возвращайтесь к религии Аллаха и предайтесь ей совершенным образом. Ведь Аллах в 208-м аяте суры Аль-Бакара говорит: «О те, которые уверовали, принимайте ислам полностью». Аллах возвеличил мусульман над неверными. Он дал нам душу, и Он же заберет ее у нас. Поэтому, братья, мы должны достойно отдать ее, когда придет это время. Вы ходите из подчинения Тагуту к подчинению Аллаху, чтобы сохранить свою религию и свой иман. В суре Анкабут,
В 56-м аяте Аллах сказал: «Я عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون». «О мои верующие рабы, воистину, моя земля обширна, поклоняйтесь же мне». Почему же Аллах говорит именно такие слова? «Поклоняйтесь только мне одному». Потому что кто сегодня живет в подчинении под тагутом, не может поклоняться Аллаху в полной мере, так как неверные не дают ему этого делать, не разрешают говорить слово истины. Аллах же спросит с каждого мусульманина, какую пользу он принес для его религии. Так давайте ответим на этот вопрос и сделаем расчет уже в этом мире, не оставляя на судный день. Ведь никто не сможет найти оправдания, когда предстанет перед Аллахом. В своем хадисе пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Перед Аллахом не будет никакого оправдания. Жил ли ты среди неверующих, была ли у тебя возможность и мог ли ты выселиться? Оправданий не будет. Ты не сможешь предоставить никаких оправданий». Братья мои, мы донесли до вас наши насихаты и довели довод. И вы не сможете найти оправдание перед Аллахом, говоря, что не знали этого. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Allah bergan canımızı Allah yolunda bir erge